Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года для львов. Рассмотрим основные события на колоде Таро. На колодах Ленорман посмотрим, что ждет в отношениях и в работе. И цыганский оракул расскажет о финансах и даст совет. Посмотрим сначала основные события. Что ждет львов на этой неделе. Выпадает карта Король мечей. Отношения, 3 карты для тех, кто ищет партнера, для тех, кто имеет пару, и для тех, кто в ссоре. Посмотрим, что ждет в работе львов. Для тех, кто ищет работу. Для тех, кто работает по найму. Для тех, кто имеет свое дело. Посмотрим финансы для львов. Для тех, кто работает. Нет, я не хочу пока доставать. Для тех, кто имеет свое дело, и совет. Так, посмотрим основную карту основных событий для львов на эту неделю. Карта говорит о том, что события могут происходить довольно-таки неожиданно, резко сменять друг друга. Либо будет что-то такое происходить, к чему мы не будем готовы. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то обновления в жизни. Может быть много моментов общения с друзьями. Могут быть какие-то, знаете, общие интересы с людьми на этой неделе. И возможно, придется какие-то решать общие вопросы. Какая-то общественная работа может быть. Причем, скорее всего, не будет никакой оплаты за это. Скорее всего, это именно бескорыстное что-то. Бескорыстная помощь какая-то. Может быть, подготовка каких-то документов, помощь в этом, Также карта связана с интернетом. Могут быть какие-то очень важные вопросы, важная информация приходить как раз через интернет. Там же может быть общение, там же может быть общение в группах, в клубах и так далее, с единомышленниками. По этой карте очень часто исполняются какие-то важные наши планы, какие-то желания тоже приходят к реализации. Новое окружение приходит, может быть какой-то, знаете, такой необычный подход к деятельности, креативный. Может быть, знаете, с дальними родственниками вдруг появится общение. Либо какой-то творческое такое начало, творческий подход у вас проявится в чем-то. Могут быть выигрыши, могут быть победы, может быть признание, может получение каких-то дипломов, наград. Давайте посмотрим, что ждет львов в отношениях. Для тех, кто ищет партнера, выпадает карта Башня. И эта карта довольно-таки серьезная. Эта карта связана с Сатурном. А Сатурн – это у нас планета, которая отвечает за судьбу, которая отвечает за семью, за ответственность. То есть, во-первых, мы можем встретить своего человека, который нам предназначен на работе, либо в каких-то государственных учреждениях. Во-вторых, здесь может быть действительно какая-то ситуация, которая по судьбе сложится, и эта встреча может произойти. В-третьих, это у нас может быть человек с довольно-таки сложным характером, он может быть таким очень серьезным, ответственным, но в то же время сухим, то есть чувства у него такие будут очень жесткие какие-то. Давайте посмотрим, что ждет тех львов, которые имеют уже пару. Здесь выпадает карта сердца. По этой карте самые лучшие отношения у нас происходят. Любовь, страсть, романы разные,
То есть если вы уже в паре, то вполне может быть такое вот возобновление отношений, вот какая-то новизна может прийти. А также карта говорит о том, что вы будете заботиться друг о друге, вы будете ценить свои чувства, вы будете стараться отдавать, вы будете стараться благодарить. Ну, действительно, очень хорошие здесь отношения. А для тех, кто в ссоре, выпадает карта коса. Карта коса, она может говорить как о результатах каких-то, если вы уже вкладывались в этот процесс примирения, то может быть получен результат окончательный, да. Если вы как бы недавно поссорились, еще не старались помириться, то здесь нужно будет потрудиться, прежде чем вы сможете договориться, помириться. Карта также говорит о том, что вот нужно будет какое-то радикальные меры какие-то принимать. Может быть, знаете, даже придется или даже защищать придется свои интересы, да, либо ваш партнер будет от вас защищаться, если вы будете слишком уж вторгаться в его жизнь. Также карта говорит о том, что может быть такая вот и отчужденность, или может быть один, допустим, хочет помириться, а второй не хочет. В общем, здесь нужно подождать, если есть возможность. Если нет, то нужно решать уже что-то, принимать какое-то важное решение. Посмотрим, что ждет в деятельности львов. Для тех, кто ищет работу, выпадает карта «Дом». Ну, во-первых, вы можете найти работу на дому, либо рядом с домом, либо вы будете чувствовать себя на этой работе так комфортно, как будто дома, да, или коллектив будет такой, когда вас принимают, рады вам и так далее. Также карта говорит о том, что повезет тем, кто работает в сфере недвижимости или все, что связано там со строительством, с отделкой и так далее, ландшафтом. Также карта говорит о том, что вы можете действительно стабильную какую-то работу найти, которая будет вас устраивать, которая будет вас радовать. Что еще можно по этой карте сказать? У вас могут быть какие-то, может быть, семейные такие вот планы, да, предприятия коммерческие, которые могут вполне приносить прибыль. То есть, в принципе, тот, кто захочет свое дело какое-то организовать, пусть маленькое, да, возможно, даже тут и удача будет. Потому что вот эта карта, она очень счастливая обычно. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто работает уже. Здесь выпадает карта сердца. Карта говорит о том, что придется очень много заботиться о других людях. Может быть, будет такой период, когда вы дарите подарки. Там, может быть, это же у нас неделя, связанная с праздниками, да, возможно, будут какие-то корпоративы, какие-то маленькие там милые подарки, внимание и так далее. То есть это как бы главным, центральным станет событием на этой неделе. Кроме того, может быть, нужно будет проявлять участие, внимание к тем людям, с которыми вы работаете, не просто в коллективе, да, а вот клиентам. Нужно будет, возможно, там входить в положение, как-то их стараться настраивать на сотрудничество. Для тех, кто имеет свое дело, здесь выпадает карта коса, и она говорит о том, что вы можете заработать очень хорошо на этой неделе, вы можете какое-то очень важное решение принять по бизнесу, вы можете получить доход от каких-то прошлых проектов, прошлых дел. Может быть, вам придется, допустим, вы обнаружите, что у вас какой-то процесс в вашем деле идет неправильно, да, и вы будете вынуждены резко вмешиваться, принимать какое-то решение. Но в любом случае это вот у нас карта урожая, да, то есть это то, к чему мы стремились, мы наконец сможем это получить. Финансы. Финансы на этой неделе. Для тех, кто работает, здесь у нас карта ученый.
То есть могут быть, допустим, известия какие-то о том, какую зарплату вы получите. Да? Вы можете получить, допустим, квитанцию или, в общем, выписку какую-то, да, то есть вы можете просто посмотреть, сколько вам денег назначено, да, и вы получите их в какое-то другое время. Либо может быть перечислена какая-то сумма, ну, как электронные деньги, на карточку. Но в любом случае здесь уже какая-то вот информация у вас появляется о деньгах. Для тех, кто имеет свое дело, здесь выпадает карта «Священник». Карта говорит о том, что вы можете действительно заработать, хорошо заработать, особенно если сотрудничаете с какими-то крупными, может быть, компаниями или значимыми какими-то клиентами, да, либо вы совершаете какие-то благотворительные акции. Это тоже будет все способствовать тому, что приносит, ну, чтобы приносить вам доход еще больший. А также карта говорит о том, что можно увеличить доход, если посоветоваться с каким-то знающим человеком, да, либо привлечь какого-то партнера, который вот может вам действительно помочь заработать, который уже хорошо зарабатывает, который уже имеет какие-то связи, положение в обществе, да, и вот как такое вот сотрудничество, это может принести деньги. Либо это может означать какое-то дело, которое у вас, ну, для вас вдруг откроется, новый проект, который может еще как бы новый поток вам дать финансов на этой неделе. Совет для львов: выпадает карта «Разговор». Карта говорит о том, что не нужно отказываться от общения, не нужно замыкаться, нужно быть коммуникабельным, создавать как можно больше связей, знакомств, звонить, поздравлять. В общем, нужно обязательно расширять круг своих знакомств, не забывать о своих близких. Нужно давать себе возможность отдохнуть от дел. Когда мы общаемся с теми людьми, с которыми у нас общие интересы, мы получаем как бы силы, энергию, восстанавливаемся. Вот чего вам всем и желаю. Друзья, пусть эта неделя будет для вас замечательной, чтобы все ваши желания сбывались. Всего вам доброго, до новых встреч!